В Кыргызстане взялись воспитывать настоящих милиционеров, всегда чистых, выбритых, подтянутых и свежих. Основа новых реформ – создание патрульной милиции, слияние дозорной службы и ГАИ. Сейчас две службы в одном едином будут работать по обеспечению дорожного движения и также по охране общественного порядка. На фотографиях образцы новой формы обновленной милиции. Широкой публике амуницию покажут в апреле. Их сейчас по спецзаказу изготавливают в местных швейных цехах. Известно, что поменяются нагрудные значки, появится устройство видеофиксации. При несении службы она будет на форменной одежде у сотрудника, включенная, и всю деятельность этого сотрудника и общение с участником дорожного движения, нашими гражданами, будут фиксироваться на это видеорегистратор. Обновленная милиция начнет патрулировать столичные дороги на новеньких российских «Ладах». Часть техники уже завезли и забрендировали. Некоторые участки милиционеры будут патрулировать пешком. Следить за порядком на дорогах пока будут по старинке. Инспекторов жезлом никто не отменял. Вот это слово «не будут стоять», не будут обеспечивать безопасность дорожного движения, это уже по руку будет нашим злостным нарушителям правил дорожного движения, которые не соблюдают правила, как хотят ездить и так далее. Реформа в милиции – часть масштабного проекта «Безопасный город». Программа была инициирована правительством еще в прошлом году. По сути, это тотальное видеослежение всех крупных автодорог. Испытания проекта уже начались на одном из проспектов Бишкека. Проект функционирует всего 2 недели, и поэтому сейчас ожидать, что все пойдут платить, тоже преждевременно. Надо чуть подождать и проанализировать. Камеры слежения за неделю выявили более 100 тысяч нарушений правил дорожного движения. По номеру машины компьютер пробивает штрафы, и их владельцев уведомляет по почте. Но собирать взыскания в полной мере пока не получается. В стране можно управлять автомобилем без регистрации. Вы меня извините, доверенность мы отменили же 3 года тому назад или 2 года, да? Например, человек есть в доверенности, собственник другой, а потом... Какие ресурсы необходимы, чтобы найти собственника, проживающего, скажем, в городе или по всей стране? Мы же почти что уничтожили систему прописок. Эффективная и справедливая милиция – образ пока еще из разряда нечто фантастическое. Недавнее исследование показало, доверие граждан к отечественной милиции на ничтожно низком уровне. Поэтому реформы, хоть и определены на бумаге, сотрудникам предстоит немало потрудиться, чтобы заработать доверие. Адилет Бектурсунов, Азат Нтымаков, Луан Сналиев. Для настоящего времени.